Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по эпидситуации. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Елена Фраимовна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, ситуацию с коронавирусом в республике. Добрый день, уважаемые гости и жители нашей республики. Сегодня, 22 сентября, выявлено 179 новых случаев подтвержденных ковид-инфекции. Наибольшее количество традиционно в городе Якутске, 116 случаев, и в 25 районах нашей республики. Большее количество случаев – это Сунтарский 5, Алданский, Амгинский, Нерюнгринский, Татинский по 4, Алаиховский, Верхнеколымский, Лемский, Усялданский по 3, Булунский, Верхоянский, Вилюйский, Кобяйский, Мирнинский, Среднеколымский по 2 случая, и по одному случаю зафиксировано в Верхневилюйском, Горном Жиганском, Намском, Нербинском, Аймиконском, Оленёкском, Усьмайском и Чурапчинских районах. Всего проведено тестирование за сутки 4879 исследований. Это практически 1,5 миллиона тестов за весь период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня в республике имеется в наличии свыше 501 тысячи доз вакцин, и первую вакцинацию получило 342 949 человек, в том числе лица старше 60 лет, 64 558 вакцинированных. Вторую дозу получили 321 221 человек, в том числе старше 60 лет получили полностью вакцинацию 60 517 человек. Ревакцинировано на сегодняшнюю дату 8929 человек. Таким образом, на сегодняшний день использовано 70% вакцин от общего объема. Но, к сожалению, это все равно составляет всего 47% от общего количества взрослого населения. Напоминаю, что сегодня у нас задача стоит вакцинировать не менее 80% всего населения для того, чтобы прервать цепочку передачи новой коронавирусной инфекции. Поэтому на сегодняшний день все равно остается главная, основная задача – это провести вакцинацию лиц, которые не вакцинировались, и, кроме того, начать ревакцинацию. Ревакцинации подлежат те люди, которые вакцинировались первой дозой и прошло уже более полугода, либо же люди, которые переболели, и также полгода уже прошло. Хотелось бы напомнить, что сегодня помимо коронавируса у нас идет подъем ОРВИ. Если в прошлом году практически коронавирус вытеснил гриппозную заболеваемость, то сегодня мы фиксируем по всей стране, в том числе и на территории республики, различные виды острых респираторных вирусных инфекций, и стартовала у нас сегодня тоже вакцинация против гриппа. Хотелось бы особое внимание обратить, что поскольку детей мы не можем прививать от новой коронавирусной инфекции, в том числе лиц, которые переболели недавно, поэтому настоятельно рекомендуем обязательно прививать эту группу риска. Это дети от 0 до 18 лет, это переболевшие, которые переболели вот только буквально месяц, потому что они наиболее подвержены заболеванию и снижению иммунной системы. Это лица старшего возраста, это все лица, которые работают в социально значимых учреждениях с большим контактным объемом лиц, для того, чтобы защитить себя, в том числе от острых респираторных инфекций и коронавируса, необходимо получить данные виды вакцины. Мне хотелось бы сказать, что сегодня мы видим статистику, и да, мы понимаем, что люди, которые прошли вакцинацию, все равно болеют, но по нашим цифрам это не более 1,5% вновь заболевших, и чаще всего они не попадают на больничную койку, либо тем более на трубку, так называемую трубку ИВЛ. Поэтому я призываю всех беречь свое здоровье, соблюдать все меры дистанцирования, соблюдать все меры, указанные в указе, в том числе ношение масок в общественных местах, для того, чтобы сберечь себя и своих близких. Всем здоровья. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19, а мы продолжаем. Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Гореть не будет. В Хангаласском районе подвели итоги реализации проекта «Села без пожаров». Накал страстей и вкус соревнований. В Стамбуле завершились соревнования Кубка мира по масс-рестлингу. Сервис как за границей. Президент Владимир Путин анонсировал запуск национального проекта по развитию сферы туризма и индустрии гостеприимства. Более 2,5 миллионов жителей Дальнего Востока приняли участие в выборах 8-го созыва Государственной Думы. По партийным спискам на Дальнем Востоке лидирующую позицию заняла «Единая Россия», набрав в среднем около 40% голосов и примерно на 15%, опередив Коммунистическую партию Российской Федерации.
Тем временем, с завершением избирательной кампании жителей Дальневосточного федерального округа поздравил заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Уважаемые жители Дальнего Востока, завершились выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Я хочу поблагодарить вас за участие в выборах. Хочу пожелать новому составу Государственной Думы успехов. Более 2,5 миллионов дальневосточников приняли участие в выборах. Избранные вами депутаты начнут совместную работу по обсуждению и принятию важнейших законов. Они будут создавать условия для развития отдельных территорий и всей нашей огромной страны. Я желаю жителям Дальнего Востока счастья и всего самого доброго. Зарплата почти 3 миллионов россиян вырастет в 2022 году за счет увеличения минимального размера оплаты труда до уровня выше 13 600 рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Теперь они рассчитываются, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Половина работающих получает больше этой величины, половина меньше. Закон также закрепляет требование о том, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации на очередной год. В Хангаласском районе подвели итоги реализации проекта «Села без пожаров». Напомним, данный проект был инициирован Якутским республиканским отделением Всероссийского добровольного пожарного сообщества. И в начале этого года стал обладателем гранта в размере 3 миллионов рублей от Фонда президентских грантов. На эти средства были приобретены комплекты пожарно-технического вооружения, которые раздали добровольным пожарным командам 10 сел района. Эти комплекты сыграли немалую роль в тушении лесных пожаров этого года. Завершающим этапом реализации проекта стала раздача планшетов и смартфонов все тем же 10 наслегам. Гаджеты вручили в торжественной обстановке в администрации района. Заключительный этап сегодня, будем считать, что он состоялся. Присутствовали многие, кто принимал в нем активное участие. Это главы поселений, руководители ДПК. Значит, то, что касалось, значит, нас, мы сегодня раздали соответствующие, ну, назовем это подарки. Хотя этот подарок, он послужит как соответствующим оборудованием непосредственно для предупреждения пожара, то есть как средства связи. Это смартфоны и, соответственно, планшеты. Я думаю, что они успешат благому делу тушения, соответственно, пожаров, профилактики. На сегодня мы это все передали с чувством удовлетворения. Мы эту миссию, скажем так, выполнили. Прокуратура Кобяйского района провела проверку соблюдения требований законодательства о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Установлено, что 7 августа в близости от села Кальвица Куакуйского наслега Кобяйского района был зарегистрирован лесной пожар. Согласно материалам проверки, причиной его возникновения явилось замыкание на анкерной опоре линии электропередачи Кобяйских электрических сетей Саха-Энерго. Ввиду того, что данной организацией расчистка просеки электролинии не проведена, деревянная часть опоры огнезащитным материалом не обработана, возникший при замыкании огонь перекинулся на лесные насаждения, возник пожар, который создал угрозу населенному пункту. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры. В Стамбуле завершились соревнования второго этапа Кубка мира по масс-рестлингу и открытый чемпионат Европы. Всего за медали боролись 12 стран. Россию в Турции представили 27 сильнейших масс-рестлеров. О сладких, как Рахат Лукум, победах и горьких поражениях смотрите в материале нашей коллеги Айсены Бурнашовой. Выполненные в форме якутских чаранов чаши победителей уже ждут своих обладателей. Кстати, вместе с этими кубками лучших масс-рестлеров также наградят и медалями, объединенными в один единый треугольник. Внутри каждого медаль с логотипом Международной Федерации масс-рестлинга, второго этапа Кубка мира и открытого чемпионата Европы по масс-рестлингу. Более 100 спортсменов рвутся выйти на помост. С желанием не просто победить, но и взять реванш готовится и титан из Кыргызстана Килдыбек Атайбеков.
Айбек Кулу. Я в мире на втором месте стою. Сегодня хочу Дмитрия Попова выиграть. Честно говоря, дважды проиграл, но в этот раз я хочу выиграть его. Сразу в первом же матче Килдыбек перетянул лидерство на свою сторону. Мастер спорта России международного класса Дмитрий Попов, похоже, не был готов к столь дерзкому старту и поспешил реабилитироваться. 2 раза перетянув палку на свою сторону, якутянин завершил поединок со счетом 2-1. Интригующей оказалась борьба за золото и в женском масс-рестлинге. 20-летняя Кымбат Нуржанова из Кыргызстана также горела желанием провести реванш с легендарной Екатериной Белолюбской. Последняя встреча спортсменок проходила в этом году в Узбекистане. Тогда золото перетянула якутянка. Встреча в Стамбуле началась со свободного старта. Это и определило ход всего поединка. В этот раз удача оказалась на стороне кыргызской спортсменки. 2-0 в пользу Кымбат. Я обещала взять у нее реванш. Вот этот день сегодня настал. Я всегда входила в тройку, но это первый раз, когда я получила первое место. К этому соревнованию я готовилась очень долго, упорно. Спасибо моему тренеру. Без него я бы не смогла достичь таких высот. Конечно, немного расстроилась из-за второго места. Хорошо, что на помосте появляются молодые масс-рестлеры. Мне же в этом году уже 50 лет. Поэтому, скорее всего, это последние поединки. Затем я завершу свою спортивную карьеру. Всего же на втором этапе Кубка мира российская сборная завоевала 10 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей. Открытый чемпионат Европы также прошел для нашей команды с триумфом. Так, Сергей Фролкин стал абсолютным чемпионом Европы. В финальной схватке якутянин в упорной борьбе со счетом 2-1 победил самого титулованного масс-рестлера мира Виктора Колебабчука. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Стамбул, Турция. Президент Владимир Путин анонсировал запуск национального проекта по развитию сферы туризма и индустрии гостеприимства. Его частью должны стать меры, касающиеся этнокультурного туризма. Почти 99% структуры национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» связаны с мерами поддержки, которые позволяют стимулировать бизнес и помогать муниципальным образованиям запускать новые направления и продукты. По мнению экспертов, у Якутии имеется огромный потенциал для развития не только этнотуризма, но и научного и экологического. Однако транспортная удаленность, дороговизна самих туров, относительно низкий сервис препятствуют динамичному развитию туризма в регионе. Например, порядка 40% территории Алайховского района представляет интерес с точки зрения научного туризма. В районе создан национальный каталог для сохранения мест гнездования стерхов. Отметим, что в Алайховском районе уже реализовано 14 международных научных проектов. Более того, в Якутии состоится фестиваль по случаю Всемирного дня туризма. Он пройдет 25-26 сентября в Хангаласском районе. На площадках форума представители индустрии туризма подведут итоги работы отрасли. Главной частью форума станет открытая палеонтологическая конференция «Палеотоурс. Охота на мамонтов. 21 век». Кроме этого, участников фестиваля ждет благотворительный забег «Мой бизнес помогает», подведение итогов конкурса «Лучшие в сфере туризма» и мастер-классы. Главный приоритет мероприятия – обеспечить здоровье и безопасность участников. В мероприятии участие примут 40 человек. Фестиваль пройдет в рамках форума предпринимателей Якутии. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.